16 октября прошел ежегодный форум «Ассамблея студенческих советов СГУ имени Петелима Сорокина». Это съезд студактивов всех институтов, который направлен на развитие общеуниверситетского сообщества, получение участниками новых знаний и обмен практиками. Такие мероприятия на самом деле работают в первую очередь на университет. После таких мероприятий институты, скооперировавшись между собой, они создают нечто новое, новые проекты для себя и для университета в целом. Образовательная программа состояла из 3 этапов: нетворкинг, креативная сессия и деловая игра «Люди, идеи, результат». На первом участники знакомились и делились опытом работы в студенческих советах. На втором придумывали идеи по их развитию, а на третьем учились распределять обязанности и правильно планировать время. Сейчас команда участников, поделенных по институтам, закончит мастерить свои проекты деловой игры, после чего презентуют их и объединят в единый город. Образовательная часть получилась такой запоминающейся, потому что сам факт задания, где нужно построить свой город, взаимодействовать с другими городами и делать это типа студсоветом и их членами, он как минимум запоминающийся и где-то ярко, пускай сядет в память. В отличие от ассамблеи прошлых лет, в этот раз всю программу проекта уместили в один день. Так сделали, чтобы ребята могли посвятить работе студенческих советов полный выходной день, без вреда учебе. Ожидания оправдали реальность. То есть я ждала новые знакомства, какие-то коммуникации новые. В целом все, что я ожидала, исполнилось. Помимо образовательной части, для участников организовали и развлекательную программу. 2022 объявлен годом культурного наследия народов России. Именно поэтому авторы проекта решили связать эту ассамблею с культурой Коми и провести ее в финно-угорском этнокультурном парке села Иб. Очень красивое и интересное село Иб, потому что здесь есть колорит и, что самое главное, приятные люди. То есть, прежде всего, меня привлекает здесь даже не аппаратура, не техническая оснащенность, а окружение. Оно очень притягательное своим, опять же, повторюсь, колоритом и традициями, которые они соблюдают. Приезд ребят выпал на празднование старинного кулинарного дня «Капуста-Лун», который символизирует переход от осени к зиме. Для участников организовали туристско-экскурсионную программу с посещением площадок Чум, Подворье, Тропа, Мастерская и Дом охотника. Студенты послушали частушки, украсили капустное дерево счастья и поучаствовали в мастер-классах «Роза из капусты» и «Варим капусту». Это праздник урожая. Ну вот у нас вот такой вот немножечко такой вот как бы кусочек, да, этого праздника. То есть мы варим капусту. Такая приятная атмосфера и очень интересные станции. Мне понравились мастер-классы. Всего участниками ассамблеи студенческих советов стали около 100 человек. Большинство студентов приехали на форум уже не в первый раз и были рады ее возвращению к истокам в выездной формат. Также многие из них поделились, что с удовольствием поучаствуют в ассамблее и в будущем. Безусловно, я поеду на ассамблею, потому что каждый раз это новый опыт, новые впечатления, новые эмоции. И прежде всего это совместная работа с другими институтами. Завершилась ассамблея проведением самоанализа в командах студсоветов, взаимным обменом благодарностями и общим подведением итогов. В заключение свои напутственные слова произнесла ректор университета Ольга Сотникова. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, энергичными, заряженными. Олег Хохлов, Полина Холодова, учебное телевидение СГУ.